Лея и тайна ветра. Жила-была девочка по имени Лея. У нее была невероятная мечта. Она мечтала летать. Каждый день она поднимала взгляд к облакам, наблюдала за птицами и представляла, как это – парить в небе, как они. Но вот что мешало Лее – она очень сильно боялась высоты. Как только она поднималась на второй этаж дома или забиралась на качели в парке, ее сердце начинало биться быстрее, а ноги становились ватными. Лея мечтала, чтобы ее страх исчез, и чтобы она могла свободно летать, как птицы. Она рассказывала об этом своим друзьям, и каждый из них советовал ей что-то разное. Один говорил, что ей нужно просто поверить в себя. Другой, что нужно прыгнуть с высоко расположенной лестницы. А кто-то предлагал попробовать взять в руки воздушный шар и просто не бояться. Но Лея все равно не решалась. Однажды, сидя на своем любимом подоконнике, она снова стала мечтать о том, как она летит высоко в небе. И вдруг мягкий голос прошептал ей на ухо: «Ты можешь летать, Лея. Тебе не нужно бояться». Девочка удивилась. Это был голос неба, которое было так далеко, но вдруг стало рядом. «Кто ты?» – спросила Лея. «Я ветер», – ответил голос. «Я несу на своих крыльях птиц, облака и мечты. Я могу научить тебя летать, если ты захочешь». Лея задумалась. Она верила в свои мечты, но страх сковывал ее. Тогда ветер продолжил. Летать не значит просто подняться ввысь. Летать – это значит почувствовать свободу. Я научу тебя, как быть легкой, как открывать крылья своего сердца. Ты не должна бояться, ведь все, что тебе нужно, это верить в себя. С каждым словом ветра Лея чувствовала, как ее сердце начинает биться спокойно, а страх растворяется. Она открыла окно и почувствовала, как ветер обнимает ее, нежно лаская лицо. «Закрой глаза», – прошептал ветер. «Почувствуй, как я беру тебя за руки. Ты не одна. Я буду рядом». Лея закрыла глаза, и в этот момент она почувствовала, как ее тело наполняется легкостью. Ветер поднял ее высоко, но она не боялась. Она почувствовала, как ее душа расправляется, как ее сердце наполняется радостью и силой. Она не просто летела, она была частью ветра, частью небес. Она была свободной. С того дня Лея больше не боялась высоты. Она знала, что летать – это не просто подниматься в воздух. Это чувствовать свободу внутри себя. И каждый раз, когда она поднимала глаза к облакам, она уже не мечтала, она просто летала.